Это первый семинар для общественных наблюдателей. Чтобы следить за порядком на участках, требуется получить одобрение общественной палаты и после пройти существующий ликбез. В декабре прошлого года вступили в силу изменения в законодательство о выборах президента России, которые позволили общественной палате выдвигать своих наблюдателей. Мы отобрали на 137 участков 274 наблюдателя. И вот сегодня мы им разъясняли их права и их обязанности. Для этого мы разработали совместно с Общественной палатой России, разработали так называемый золотой стандарт о правах избирателей, общественных палате наблюдателей и кодекс чести общественного наблюдателя. Наблюдатели учат знать свой статус, права и обязанности. Общественная палата и избирком выработали стратегию этого обучения. Необходимо было найти не менее 2 наблюдателей на каждый избирательный участок. Ставку сделали на неравнодушных людей, которые максимально отдалены от любой политической партии. Нам рассказывают о той работе, которую мы должны будем проделать на избирательном пункте. То есть это в первую очередь принцип нейтральности. Мы не поддерживаем никакую партию, мы не оглашаем то, за кого мы голосовали. Я надеюсь, что та миссия, которая на меня возложена, я смогу ее осуществить и правильно ее провести, выполнить свою работу. Наблюдатели будут осуществлять контроль за ходом голосования и подведением итогов мартовских выборов. Палата заключила соглашение с 10 организациями, в том числе «Матери России», «Женщины Ингушетии» и 3 молодежные организации. Они, в свою очередь, делегировали своих членов, которые в итоге получили статус наблюдателя. В своей организации я подал около 100 заявок, где уже эти заявки они сейчас выбирают из них, отбирают участников. Более где-то 70 человек у меня уже прошли. В день выборов, когда вот ребята выйдут, мы уже с ними проводим разъяснительные работы, чтобы они там уже не допустили никаких ошибок, и чтобы все прошло по штатному расписанию. Каждый наблюдатель ближе к выборам получит направление на определенный участок, находящийся в непосредственной близости от их места жительства. Многие из них в таком статусе в выборах участвуют впервые. Я буду общественным наблюдателем на одном из избирательных участков по городу Назрань. И в наши обязанности входит наблюдение со стороны, ни в коем случае не вести агитацию, какого рода там пропаганду или там предлагать кандидатуру того или иного кандидата. Наша задача заключается в том, чтобы следить за порядком, чтобы не было правонарушений. Каждому наблюдателю по окончанию семинара раздали золотой стандарт по общественному наблюдению на избирательных участках и этический кодекс, еще его называют кодекс чести. Общественной палате предстоит провести такие семинары в Сунже и в Малгобеке. Залина Магушкова, Лейла Гайсанова, Магомед Дидигов, Новости 24.